Какие бы масштабные вызовы ни стояли перед экономикой и промышленностью страны, ясно одно. Главный ключ к их решению лежит в такой области, как образование. Сейчас это понимают все. Об этом много и подробно говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Президент определил главный приоритет. Цитируем. Задачи конкретные. За ближайшие 5 лет подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства, ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. От себя добавлю, нужны не просто кадры, а именно специалисты с критическим, экономическим, экологическим мышлением, развитыми цифровыми компетенциями. Они нужны абсолютно всем предприятиям, организациям, бизнесу во всех отраслях. В акционерном обществе «Татнефть» нашли свое решение, свой подход в обеспечении квалифицированными кадрами и себя, и всего Юго-Востока Татарстана, как минимум. По факту наши нефтяники выстроили, без преувеличения, уникальную, не имеющую аналогов в стране, образовательную экосистему, которая охватывает все ступени развития человека, от детского сада до института и даже после него. Как это работает? На примере воспитания с малых лет у ребят инженерных и исследовательских навыков, интереса к научно-техническому творчеству. Об этом в нашем следующем репортаже. Это только на первый и очень поверхностный взгляд. Эта связь между производственными успехами нефтяников и детскими садами, биолабораториями в школах не очевидная, косвенная. На самом деле, самая что ни на есть прямая, непосредственная и зримая связь. Для нашей национальной нефтяной компании нефть уже давно ресурс хоть и важный, далеко не главный, а главный ресурс внутренний. Передовые технологии, конечно, сильнейший кадровый потенциал. И его в компании начинают готовить с самого раннего детства. Уже не первый год Татнефть реализует проект с говорящим названием «Татнефть и детство. Диалог с будущим». Пионерами его, а теперь и методическими центрами стали около 20 альметьевских садов. А сегодня в этот проект включились уже десятки садов по всему Юго-Востоку, около 500 педагогов прошли обучающие семинары. Комфортная образовательная среда – это не только и даже не столько удобная мебель, тренажеры, классы, здоровое питание – все это само собой. Делится с нами заведующая детским садом «Каракус» Елена Макарова. Не менее важно создать такое пространство для детей, где они могли бы развиваться как личности, развивать пространственное мышление и моделирование, проявляли максимум самостоятельности. В этом плане известная преподавательская методика Монтессори очень подходит. Здесь глубоко все индивидуально и, допустим, начинаем элементарно. Вот вы видите, уход за цветочками, стирка, кулинария. Но это все приводит как раз-таки вот к математике, язык, к обучению языку. В детском саду «Каракус» работает на результат буквально каждый метр пространства. Опытные преподаватели знают, как через игру разбудить у детей интерес к первому исследовательскому опыту, изучению языков. Инженерному мышлению. Благодаря поддержке Татнефти у ребят есть все самые современные возможности для получения этих навыков. И спортивные 3D-комплексы, и материалы для конструирования, и, конечно, отдельное спасибо педагогам-воспитателям, которые хорошо знают свое дело. Я вам признаюсь, у меня подруга работает в школе учителем, и она говорит, что мы будем с вашими детьми делать, когда они придут, они знают все. Важно, что в Татнефти во всех своих проектах работают в контакте с управлениями образования исполкомов муниципальных образований. Нефтяники не подменяют собой государство, а выступают партнерами дошкольных учреждений. Не говорят про социальные расходы, а всегда употребляют термин «социальные инвестиции». Это именно что инвестиции в будущее компании, республики, страны в целом. Надо признать, такой концентрации лучших дошкольных практик сегодня нет ни в одном другом уголке России. Причем все они разные. Это одно из достоинств проекта, говорят заведующие, ведь у родителей всегда есть выбор. Монтессори в «Каракус», а в Белякеч свои методики и наработки. Есть, конечно, что-то общее, что объединяет все детские сады. Это Татнефть и бабашки. Что за бабашки, сейчас Раян Насибуллин все вам доступно и понятно расскажет.
Бабашки – это такие предметы, которые можно развлекаться. С ними можно играть и веселиться. Но если только они упадут, не надо плакать. Они проявляют свою инициативность, самостоятельность, изобретательность. Каждая проектная работа у нас проходит именно в этих бабашках. Эта поисковая система Яндекс пока не перестроилась и постоянно исправляет бабашки на бабушки. В Альметьевске уже никому не надо разъяснять, для чего нужны и какая польза от бабашек. Заведующая детским садом Белякяч Рамиля Бадырдинова рассказывает, проект очень понравился детям, но еще больше его поддержали родители. Если первый год, когда мы писали разрешение, позвольте нам, пожалуйста, вот здесь полазить, то теперь мы уже этого фактически не делаем. Они нас уговаривают. Да. Образование как самая настоящая экосистема, в которой нет и не может быть выпадающих элементов, слабых звеньев. Поэтому нельзя сказать, что приоритет Татнефть отдает детским садам или развитию высшей школы. Система потому и работает эффективно, что внимание есть ко всему. Оздоровление детей идет на системной, постоянной основе. В Татнефти работает 10 детских оздоровительных лагерей. И только в прошлом году в них отдохнуло около 11 тысяч ребят. Благодаря нефтяникам работает проект Академии цифрового творчества. Гордость не только Альметьевска, а всего Татарстана суперсовременный инженерный лицей. И, конечно, отдельное внимание нефтяники уделяют правильному экологическому воспитанию молодого поколения. И в детских садах, и в школах, где сегодня действует 8 биолабораторий и 2 теплицы. И все это проекты и темы, которые достойны отдельного изучения и популяризации, а значит, к ним мы обязательно вернемся в следующих выпусках «7 дней». Сегодня же о проекте, мимо которого мы просто не могли пройти. Не только потому, что Альметрика – это уникальный интерактивный центр, аналогов которому в России точно нет. И потому, что масштаб деятельности, который молодые люди развили при поддержке нефтяников, впечатляет. Альметрика работает с 2020 года, и ежегодно через него проходит около 25 тысяч только школьников, а общий поток посетителей более 60 тысяч. Альметрика подкупает прежде всего своим подходом, рушит стереотипы. И кто сказал, что математика, физика, химия – это трудно, эксперимент, исследование – это сложно? Это познавательно в первую очередь и увлекательно. По крайней мере, в Альметрике это понимаешь. 1000 квадратных метров площадей, 55 экспонатов, поэтому здесь хочется не говорить, а кричать. Альметрика – это круто! 3, 2, 1. Пуск. Реакция детей говорит сама за себя. Любознательный Артем Сетин даже подпрыгивал от удовольствия, переходя от одного экспоната к другому. Для нас же не менее ценна обратная связь от мамы Артема и от других взрослых. Прям воодушевлены и будем посещать намного больше. Вам самое интересное? Да, очень. Я сама поглотилась. Каждый раз прихожу сюда с детьми, и очень все мне нравится. То есть вам самой тоже интересно? Да, конечно. Я всегда что-нибудь допробую. Здесь можно прийти поиграть и через игру понять, а хочешь ли ты стать инженером? И после такой выставки, скорее всего, все-таки будет больше решения заниматься каким-то техническим творчеством. Здесь же ведь не только выставка, здесь еще есть 2 лаборатории. Одна творческая, другая научно-техническая, где там лазерные принтеры, 3D-принтеры. То есть здесь заинтересовался, а дай попробую. Пошел в лабораторию, попробовал сделать свой проект. Знание – это круто, а опыт и исследования – это может быть еще и весело. Образование действительно самый сильный и эффективный инструмент, чтобы менять мир к лучшему. Меняться самим и менять среду вокруг себя. Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин. 7 дней.